Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. З вами. І з Духом Твоїм. Подчас этой святой мши молюся в интенциях Божьем благословении и добрым подорожье, и добрым отпочинку для семьи Марии и Александра. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как освятил эту воду, якой мы будем окроплены на вспомин нашего Христу. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте Христу. Усемогутний вічний Боже, Ти пожадав, як праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, коли очищені так само наші душі отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані у Твой день, Пане, и оборони нас от всякого зла, якое погрожає душі і тілу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться к Тебе и отримать Твое избавление. Праз Христа, Пана нашего. 179. Что обещал я ужас решения, щиро все принимаю. Вольно исполнять Бога наставлений, в верности быть жадаю. Богу подяку пусть несем, кличаю нас у Божий дом, зимы завсёды прагну. Ворога злого загады я обещала отринуть. Гнев и гордыня раскошеваты, треба тяжатую скинуть. Я возбягаю справ лихих, бо страх и муки только их, кличу для вечной смерти. Хай всемогутний Бог очистить нас от грехов и прославил Христе шлях веры, учинить нас годными братью делу небесной гостини Его благодарства. Благодаря Богу. На земле супокой, людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыку небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Владыку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядів справа ручайця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі, Богородиця. Молиться. Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял упалое человечество, одари своих верных святою радостью, и учеников, вызволенные с неволи греху, досягнули вечного счастья.
wraz Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i wладарить w jedności Ducha Świętego, Бог празу все веки вечные. Amen. Czytanie kniги proroka Захарії. Так каже Пан: «Радуйся моцна, дочка Сіона, веселися, дочка Єрусалима. Вот король твой іде до тебе, справедливий і збавший, покорний, як їде на ослі, на осляняті дитяті ослиці. І знищу колесниці з Ефраїма, і коні з Єрусалима, і зламаний буде бойовий лук. Ее написит народом мира, и володарство ягоное будет от мора до мора, и от реки аж до краев земли». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду Тебя славить, Бог и владар мой. Буду Тебя славить, Бог и владар мой. Буду звеличивать Тебе, Бог и владар мой, и благословлять имя Твое навеки. Каждый день благословлять Тебе буду, и восхвалять имя Твое навеки вечные. Буду Тебя славить, Бог и владар мой. Пан милосердный и ласкавый, долготерпеливый и милостивый, Пан добрый да усих, и милосердность Его над усими створениями Ягоными. Буду Тебя славить, Бог и владар мой. Нехай славится Пане все Твое створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвещают. Буду Тебя славить, Бог и владар мой. Он верный во всех своих словах и святый во всех своих справах. Он подтримливает всех, кто падает, и поднимает всех пригнеченных. Буду Тебя славить, Бог и владар мой. Читание послания святого апостола Павла до Римлян. Браты, вы не у теле, але у духу. Коли только Дух Божий живе у вас. Коли ж хто не має Христового Духа, то не належить ему. Коли Дух того, кто воскресил Христа с мертвых, живе у вас, да и кто воскресил Христа с мертвых, оживить и ваши смиротные тела праз Духа своего, який живе у вас. Тому, браты, мы не должники тела, как жить поводле тела. Бо коли живете поводле тела, то помрете, а коли забиваете духом учинки телесные, жить будете. Это Слово Божие.
Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословен ты, Отче, под неба и земли, бо ты открыл таємниці молодоства детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благослови. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия Павла Матфея. В той час, отказываючи, Jesús сказал: «Прославляю Тебе, Отче, Пан неба и земли, что Ты сховал это от мудрых и разумных и открыл это детям. Так, Отче, вот такая была Твоя добрая воля. Все передадено мне Отцом Моим, и никто не ведая Сына опроч Отца, и никто не ведая Отца опроч Сына и того, кому Сын захочет открыть. Придите до меня, все спрацованные, обтяжанные, и я успокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдете спокой для душ ваших. Бо ярмо мое любая, и тяжар мой легкий». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Заклик Пана Єсуса у сьогоднішній Євангелії такий трошки на канікули, на отпуск, на відпочинок, как мы відпочили, написано: «Придите все спрацованные, обтяжанные, и я успокою вас». Мы часто выезжаем десь в далекие местины, може навіть в далекі країни якісь, как відпочити, потім вертаємося в відпочинку, нічого. Бо там з цим поссорився, там не зрозуміли, этого не поделили. Дети нас не слухали, нам замість відпочинку вийшло ще більш замучено. Приїжджають після відпочинку, говорять: нам ще після відпочинку навіть ще п'ять відпочинку у хаті відпочити. А Пан Єсус нам докладно говорить, як ми маємо цей відпочинок наш використати, що тільки коли ми будемо Бога запросити на цей відпочинок, ми по-справжньому відпочнемо. Хто ж тобі сказав як? В такий спосіб, в який нас сьогодні захвачує Слово Боже. І варто на початок, как этот відпочинок був добрий, всі ми так чекаємо, похилитися над першим читанням. І навіть над першим закликом книги пророка Захарія, який говорить: «Радуйся моцно, дочка Сіона, радуйся моцно». Яка є своя радість? Що ви радуєтеся? Ну, часто. Я, може, хтось скаже: «Я от радуюся, коли комусь намного повернется, комусь откроется». О, хорошо. Да. Говорю, что тебе Христе откроется. И радость моя такая уже, не на такая такая гнилая тоже. А не радость, что человек радуется с чегось несчастья. Что сами такое бывает, что здесь мы чегось чекаем. А эту радость по Иисусу, другую радость. Радуйся моцно, дочка Сиона. И этой радости мы по-справжньому повинны учиться этой радости. Ну, наприклад, хто з вас сьогодні обрадувався, коли став з нами і сказав: «Паня Боже, неділя сьогодні, ура! До костьола знову пойду, і знову скористаюсь сакраментом». Ні, і знову до костьола треба йти. Не пойду до хлеба, буду иметь тяжкий. А тут дети скажут: не пойду, батьков заслушу, ой, там, это костюм, неделя могло бы и не быть, как костюм. Могла быть неделя на месяц. Так что, прошел раз на месяц костюм, сумление спокойное, чистое. Чем я справлю? Пан Ісус з пророка говорить, що його радість виникає з того, що він познав Бога і зрозумів, що цей Бог є заўсёды при ім. І навіть тоді, коли гэтага Бога чоловік откидає вон, виганяє вон за двері, ставить його, там і так та Бог є. Він і так чекає, він завжди чекає на чоловіка. Він говорить: радуйся моцно. Зраниться встав я, взяв пасти зубної, щотку чищу зубною. О, дякую, Пане Боже, що ти згляджу без тебе. О,
і я навіть ніде не вигляджу. Що дякую, пане Боже, що я тут. І моя святиність, Ян заступник хреститель, якого я маю. Дякуйте, пане. Чи я так узрадувався за те, що справді сьогодні прийду костюм тут на море, наповнюся радостю Божою, якою мені ніхто не задає, коли я захочу відчинити своє серце. Бо Бог з моего сердца никто не украдет, потому что я его сам оттуда выкинул. Все остальные радости могут украсть, кто-то, например, купит великий телевизор, очень открывая чемпионат мира по футболу Мундиаль 2026. И там как, на маленьком телевизоре такие все маленькие люди, такие великие, купил такие 8 метров на 3. И ходят такие мячик великие, люди такие бегают, смотрят. Чувствую себя как на стадионе, работает футбол. Вот радость такая. А лишь там наступного разу включив, воно що тобі зіграєте телебачення, включив там екран білий. Чому? Бо немає доступу сигналу, немає ні інтернету, нічого. Білий екран, тоді що відкрутив. Тому що тут такі телебачення, ну що висить таку стінку, де немає грошей, дав півмільярда, стратив все, а ну, вже радості немає. Хтось там купив новий, ізраїльць вже біжить, так стоїть, а стоїте, що йому крали, дякую вам. Ох, це що дякую вам? Что он ще автомобиль украли. А не умея подякувати за то, что Бог есть в житті. Какая есть эта моя радость. И благодаря радости нас призывая сегодня пророк Захарий. Радуйся, моцна дочка Сиона, веселися, дочка Иерусалим. И мы часто к этой радости маем учиться и научиться и этой радостью делиться. С правдой радостью, чему Бог есть. И навіть коли чоловік його відкидає, він і так є з Богом чоловіка. І він хоче їсти, він дає ще більше той чоловіку, який його десь відкидає, роздражає, розграє з різної ситуації життєвої. Бог так само там чекає, він ще з'являється, коли пам'ятаєте, за ті приповісті, а милосердним айцю, або сині марнотравним чекає, коли вірується. Як сини марнотравним, він знову Бог нас обняти, знову наложить свій королівський перстень. Бог нас так само оправдать у королевские шатры, как мы наново отримали годность быть дитя Божьим. Бог в этом мире проявляется в радости. А лишь только в этой радости отбылась, что нам потребно? Нам потребно то, что вельми тяжко нам дается. И мы сегодня почули, что покорный, едя на осле, на ослянице, дитяти осляницы, на ослянице, дитяти осляницы. Коли нас, братья и сестры, який это способ? Бог это покора нам тяжко дается. Тяжко дается. Мы покликаны, как в нашем житті, уметь схилить нашу голову и принять то, и уметь научиться можно, когда кто-то из нас смеется, принять такую ситуацию, каким я есть. Был я на реколекциях, вернулся учора, таких своих законных, 5-дневных, 6-дневных, опять на 6-й день я не остался, вот его ехать возмяжу, его делать возмяжи, иначе не посвящу, я наимшу. Але там часами наш отец, який был для нас в коллекции, там был у нас 3 конференции кожен день, что святая мша, молитвы разные, не думать, что там коллекции такие, что там собрались учитель, сидели, размовляли. Разные встречи молитвенные, духовные, какие у нас. Там отец размовлял, как что нас размовлял, каждый час такие анекдоты рассказал, кто-то сказал, там, смеялся с тобой вообще, а все остальные глядели на меня, чтобы смеялись от моего смеха. З чого сміявся? А всі так сміялися. Що? Ну, бо, як тут, що на мене людей подумаете, что так все смеются. Вот радость оправданная. Бо как по-оправданному уметь ужасываться Пану Бога, надо треба принять такими, какие есть. Мы вельми часто не хочем себя принимать, какими есть. Мы не любим на себе ходить по баскетству на фотоснимках, Христин принесла фотоснимок за 15 годов назад. Ой, сховали ты фотоснимок, я тут смешно выглядишь. Ну, не смешно, завжди ти переглядиш. Не вмієш виглядати, коли смішно розмовляти. Або хтось любить, якого знімає на камеру. От, не знімай на камеру, смішно. Так, нормально, ти знову не будеш. Все, ти так не живо. Як собралися знайомі, я забув поглядати фільм, там, як якісь будуть казати, камеру, кассету були, доставити магнитофон, поглядати, включили 5 минут, поглядели, зашли за сверху так, что не могли до конца глядеть, выключили. Уже очень хотим, молоток побили, вот кассету, страх, мы говорим, смешно и стыдно. Смешно и стыдно. Мы часто, нет, это вы так говорите. Или мы часто приемно и добро поглядеть на себе. То есть, я учу министрантов лекторами, которые
старші, то я завжди брав камеру, там спереди ставил, и они читали читание, я потом показывал на одном такой проектор стоял, высветлил и показывал, глядите, это вы вот так, видите, как выглядит со стороны. Вот это видите, как вы выглядите со стороны, как уметь добро презентоваться, добро читать. Это меня научил колести. Один из профессоров, который сам нас научил, как это делать. Мы говорили в Казани, он брал камеру нас снимал, глядите теперь, как бегать. Які слово виразити маєте, які речі, яку міміку, що ви робите, як ви говорите, як вас люди приймають, в який спосіб. Да що? Как зрозуміти, які є, і що зміняти. І нам вельми часто це потрібно в житті, бо це як нам давала справжню радість. Радість, яка є, як ми вміли посміятися собі, як знайомий святар, коли поїхав у Італію, или там хотел конечно, так хотел отважаться, не стал затушить итальянский язык, итальянскую мову. И так сидел, вот хочу ему отправить по-итальянски. Так привычно, для людей так. Ну там, когда Александр там выехал в Италию, вот это Казани может не говорить, как ему отправить, как люди были без раку. Ну и вот учился, тренировался, как ему говорить. Ну и наконец начинается святая Имша, выходит, что имеется, и сын хоть я думал, там, в польскую, там, где по-итальянски говорить, когда сказать. Ну и говорит, и хотел сказать, niechaj Pan Jezus będzie z wami. I tam po italiansku звучит in signore sia con voi. A сказал, замест сия сказал Щина. Что это значит? Niechaj Pan Jezus jedzie z wami na лыжах. А здесь сказали, и с духом твоим. Все начали красиво ржать, смеяться. Вот я не знал, что такое сказал. Не мог ничего сказать. Это что? Страхом все смеются и заходятся. Потом пришли мне до цикристы и сказали, ну что ты сказал? Ты сказал, не Пан с вами, сказал, Пан Иисус, нехай едет с вами на лыжах. А здесь сказали, и с духом твоим. Ничего, что это нет, я не вижу, что там есть. Может, есть. Я там, ты заходишь в гости, Пан Иисус на лыжах ездить. Нехай Пан Иисус будет с вами на усилии. Ну, поэтому еще ты так даешь. Мы как бы умели научиться понять, каким мы есть. Как мы умели себе так само уметь посмеяться. Бо это так само з'являється справжнім сенсом нашого життя. Бо тільки тоді чоловік не береться такого. Як ми говорили, але ми хочемо завжди бути поважними. Ми завжди такі поважні, хочемо поважно виглядати. Хтось там, я не часто як працював у Польщі з парафією Польщі, ну і там було шмат весілля, ми там такі весілля шлюби, молода, така прихожа, отшпицование на таких ботиночках с такими великими каблучками, такая пристойная. Ну, и там мужик там гарнитур, там галстук, там больше ничего страшного нема. А все остальные там женщины так само прихожие, шпилечки, сукеночка, волосы, прихожие, все убрано, прихожие. И стоишь, и улыбается, все добро. А там в этой плотиночке тиснуть. И сукеночка какая-то думает, как она не лопнула. Смеяться надо, можно стыкивать. Когда если припадково в этой спиночке не завалась, я паду, я еще что не побил, копать тоже поздно было. Ну, так и есть. Человек уже поважно. Ты поважно улыбается, и ты как-то создать такие уроки этого веселья и так далее. Вельми часто повинно, а де чоловік поважний? Пробачте нас до такої проблеми. Чоловік поважний, коли лежить у тюрмі. Він поважний, одетий, поважне лицо його. Представьте, такая бабка лежит в тюрьме, поважно, собрается, поважно молится, такая бабка Бог открывает, Бог помогает. Конечно, не праздно, ничего таких естественно. Конечно, бабка с трудным оком, она еще один раз, и все. Ну, так и передается, поважность. Вот, конечно, нашей поважности. И костюм образования, как мы были радостные, и какая радость наша была собравная, тут есть такая наша повага военная, которая справа, ситуация. А не все остальное, как здесь там, как не знаю, даже поставим. Просим, братья и сестры, как по-соправдному, мы в нашем житии могли иметь соправдную радость того, что мы могли до життя вечного. Аминь. Геродина, побоится всемогутного, Средней земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не спорного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления,
зійшов з неба і вселився від Духа Святого, з Діви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтськім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, а от Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде в хвалі, судить живих і померлих, і Його благодатству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв раз пророков. Віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрест для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущому світі. Амінь. Na Boha, який щодро дарує нас своїми дарами, скерує наші молитви за всіх біскупів, які напрацювали на користь евангелізації світу. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. За молодые служенцы, которые колотились об развитии веры и сходно с ней уладковывали свое житие. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За людей, расчарованных житевыми неудачами, когда они сподевались не только на властные силы, але и на допомогу Пана Бога. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За Марию и Александра, просивших о Божьем благословении, добрым здоровья, odpoczynku, a tak samo potrzebny Boży łaskał. Cię prosimy. Выслухай нас, Пане. За нас, тут собранные в скорбне, умели спознавать Божию волю и с радостью ее выполнили. Cię prosimy. Выслухай нас, Пане. Przeżyte życia i światości, wysłuchaj nasze prozby i uczyni, jak my napełnione emocje Twojej łaski mogli wierna Tobie służyć. Raz Chrysta, Pana naszego. Amen. 201. Иису, дай силы, верти, дай знамени. Иису, дай силы, верти, дай знамени. Поклонюся я у Его кренице. Иису, дай силы, верти, дай знамени. Иису, дай силы, верти, дай знамени. Поклонюся я Его кренице. Молитесь, как мою и вашу Иордану принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийняв рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ojcze, niechaj nas oczyścić od wiary, jaką Tobie składanie, i niechaj z dnia u Ciebie nas za życia, что czekaje nas u niebie wraz Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami, I z duchem Twoim. ukochano serce i Uczciwi Pana. Dziękuję Panu Bogu naszemu. Ona chytra i sprawiedliwa. Zapravdy godna, chytra i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Как мы завсёды всюdy Тебе складали поводяку. Panie święty Ojcze, wszechmogutny, wieczny Boże, raz Chrysta Pana naszego. Boją z litości do grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi.
Wraz swoją Bogu na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a wraz swoją z mертwych powstanie dał nam wieczne życiowo. Tamu z aniołami, archaniołami i z всеми świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę razem z nimi unikający. Святый, 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 Pan Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Калі добровольно вydał siebie na muki, udział krew i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom kałuż. Wierzycie i jeszcie zwykałcie, bo wyka jest ciała moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczerzy udział kielich. Znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom kałuż. Wierzycie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, chwieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna modlę Ciebie, как всех нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконалив в любові разом з Папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які постулим надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї дійшов з цього світу і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, zmiłuj się nad всеми nami, как мы заслужили удел в życiu wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorодицей Pannej Maryją, ze świętym Józefem i Jewrannika, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, błogosławionym księdzom Bronisławem i всеми świętymi, jakie sprawiedliwie podawali się Tobie, jak z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrystus, Chrystowie u Chryście, Tobie Boża Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, wся Wasza daje mi chwała, razem wszelaki wieczny ja. Amen. Молим się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, Который есть в небе, святится имя Твое, приди, владарство Твое, будь воля Твоя
Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і відпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватим нашим. І не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вчера неспокою, чекали исполнению счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моці, і хвала навіки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе враги світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе враги світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе враги світу, одари нас упокоєм. Господи Боже, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечернюю. Аминь. Я не верю, как Ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Пане добрий, як ти, будь прославлений повсюдним костьолом. Бога безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божия, как блюдя куда небо силы мери. Ты манной стал вандровникам холодным, для tych, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый ответ, будь прославленный повсюдным костелом. Бога безмежно Ты
пахнет свежим хлебом. Каял народ, землялся наша будет, а хлебом будет тем, кто прагнет неба. А не добрый хлеб, но прославленный повсюдным костелом. Вода безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты нас своими назовешься правильным, коли мы зробим, что ты загадал нам. Что ж без тебе чинить мы можем, Пане? Вот и для нас житье исповедание. Пане, добрый хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вода безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты нас, Jezu, u sercu Ty moim, радость славления мне открыл, славя меня грешницей раз. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебя учинить смогу, как показать любовь мою, волю Твою завжди тримать, и сердце чистым заховать. Єзу, не покидай меня, моя душа Тобой живет, учас терпения поможи, вытривать у Твоей любви. Учас терпения поможи, вытривать у Твоей любви. Молимся. У всемогутный, умацованные такими великими дарами просите внимание, учеников мы открывали исповедные ласки и неспынно Тебе прославляли, раз Христа Пана нашего. Amen. Объявы душпастерские 6 липня понедельник, успомин Святой Марии Горецкий, Освора, успомин Святого Яна с Духли, Святера 11 субботу, свято Святого Бенедикта, Аббата, опекуна Европы. Брат усё лето Святой Мши Дитячей о 12 године дня. На этом тыдні припадає перший авторок месяца, день молитвы про заступництва Святого Архангела Михаила. Так само у каждый первый авторок месяца у 18:20 збираються мужчины, как молиться святым ружанцам. Кожний день в нашей каплице триває адорація Пана Ісуса у Найсвятейшем сакраменті. З 27 по 30 липня 2026 года в Венце пройдет архидиецезиальная парафиада. Возрастные группы А 11-12, Б 13-14, С 15-16 годов. Больше подробная информация находится на дошце объявов. Театральные конкурсы, постановы, песни, малюнки, библейные, спортивное споборництво, бег, эстафета, настольный теннис, мини-футбол. Записи открываются до 10 липня. Кардинальская коллектива ожидала, можно записаться в закрытые кожные
Дякую за керування на будову, за співу правди тутішну і за прибирання каплиці тим, хто дежурив. А моліться за тих, хто на тим тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на радів дітей, а моліться за добродіїв, ахвірадавців, а многих добродіїв міста Санктуарія Божої милосердності, за Марію, Олександра і сім'ю, а так само кожного з нас доручаючи поособку опеці Матері Божої, Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородица, наших побегов, не покачай молитвам нашим, и от усякой злой приходы, выбавляй нас, Господи, Панна хваленная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, содержальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что есть, что приходите. Примите Божие благословение, которое вас наполнит соправдной радостью и спокоем. Пан с вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у спокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и ищи злых духов, які нас благодушнили спасіння. Аминь. 82. Вітай, зорка мора, маті спавці Бога, Панна найчистіша, брама неба добра. Ти, що привітана словом Гавриеля, умацуй спокої,